Шаня Мусавировна, художник и дизайнер в одном лице. Наверное, она очень творческая личность. Интересно было бы с ней пообщаться. Впервые встречусь с дизайнером, эта профессия очень интересная, и поэтому я думаю, что встреча будет увлекательной. Как оказалось, у меня дома висят ее картины. Также мне мама рассказала то, что она переносит свои картины на одежду. Мне кажется, это очень интересно. Я даже видела ее коллекции. Я очень рада, что наконец-то у нас будет встреча с дизайнером. Надеюсь, что эта встреча будет очень интересной. И сегодня хочу узнать у нее, в чем же состоит секрет ее успеха. Немножко волнительно посмотрела анонсы и ваши передачи, чтобы быть немножко в теме. И как-то это такие вопросы интересные дети придумывают, и поэтому буду стараться на все ответить достойно. Какого вопроса вы боитесь? Да даже не знаю, если честно. Ну, может быть, что-то личное, я как-то стараюсь о личном не больно рассказывать. Здравствуйте. Здравствуйте, Рушания Мусавиевна. Меня зовут Алсу. Я хочу ознакомить вас с правилами нашей программы. Все очень просто. Мы задаем вам вопросы, вы отвечаете. В конце вы можете выбрать один из понравившихся вам портретов. Как ваше настроение? Спасибо большое, хорошо. И я тоже решила вам сюрприз сделать и нарисовать ваши портреты, наброски и вам подарить. Спасибо большое. Как вы стали дизайнером? Это было решение с детства или же в более взрослом возрасте? Ну, я не совсем себя считаю дизайнером, я художник-дизайнер. Я больше художник, конечно, потому что это мое, я люблю писать картины. А одежда – это как бы сопутствующее. Пошло так, как я девочка, вот. И мне хотелось одеваться неординарно. И, в общем-то, я начала расписывать одежду и так далее. А как вам пришла идея переводить картины в одежду? Картины, они же не так часто покупаются, скажем так. Хотя разное бывает, конечно, но больше хотелось бы, чтобы привнести что-то новое, появился спрос на одежду и как картины использовать. То есть не только расписывать, а именно принт делать с картин. На самом деле это вроде проще и быстрее, но немножко затратно получается. Идея возникла, когда я захотела, чтобы на мне была яркая одежда. Здравствуйте, меня зовут Вильдан. Сколько по времени занимает одна работа на одежде? Вас больше одежда, похоже, интересует. Ну, по-разному. Надо сначала, конечно, придумать, для чего, как. Например, сегодня, собираясь к вам, я тоже думала, что же одеть. И вот буквально за ночь нарисовала вот такую работу. Но это отклик моей работы, называется «Поиск дома», где каждый человек, где бы он ни оказался, он думает о своих близких. И здесь дерево жизни, семья, символ рода, скажем так. Вы можете спокойно подарить свои картины кому-нибудь? Или вы будете их... Жалеть? Да. Конечно, могу. У меня это очень часто происходит, такой порыв. Если, допустим, приходят ко мне в мастерскую и видят, что-то влюбились в какую-то картину, и недостаточно, допустим, денег, или еще какие-то там могут быть, то я, конечно, с удовольствием дарю. Какую картину вы считаете своей самой популярной? Если считать от того, как она продается, часто используется, то, наверное, картина «Как подобрать ключи», потому что ее часто заказывают. Я ее уже даже не помню, сколько раз делала авторскую копию. Я не знаю, вы знакомы с моими картинами, смотрели, помните ли? Там мужчина и женщина,
я хотела объяснить, что они настолько разные. Мужчина внутри как часовой механизм там нарисован. И он по лестнице отправляет напротив женщины типа разведчика маленького, чтобы понять, что же в голове находится у женщины. А у женщины в голове она такая вся земная, как бы из дерева, из листочков, гнездо. Ну, по большому счету, семья, то есть с детьми, там, птенчики. А она пытается крючком зацепить за сердце юношу, думая, что ключ у него в сердце находится, а у него ключ в голове. Потому что он разумный человек относительно нас, женщин, которые чувствуют эмоциями, двигаются больше. Но я, конечно, не о всех говорю, надеюсь, не обидятся, о себе. Вот. И так далее. Но там очень много таких символичных вещей, которые можно посмотреть и поразмыслить. Оказывается, тяжело отвечать и рисовать. Я не успеваю. А как вы думаете, можно ли купить счастье за деньги? Ну, это уже истина известная. Конечно, считается, что нельзя купить ни за какие деньги счастье. Ну, а, например, покупая что-то, о чем вы мечтали. Но это же только один элемент счастья. Это не все счастье составляет очень много факторов. Не только деньги, не только материальные вещи, но еще есть такая вещь, как любовь. Нельзя заставить другого человека полюбить себя. Ни за какие деньги, наверное. Я так считаю. Здравствуйте, Рушания. Меня зовут Айгуль. А что вы делаете в свободное время дома? К сожалению, у меня не бывает свободного времени. Все настолько забито. Дома у меня дети, и поэтому в основном я занимаюсь ими, если это назвать свободным временем. Ну вот, как-то так. Как вы думаете, вы достаточно время уделяете своим детям? Ну, наверное, это невозможно сказать, потому что, или посчитать, потому что детям всегда не хватает времени. Сколько бы я им не уделяла, допустим, мы когда бываем целыми днями или месяцами куда-то едем отдыхать, им все равно не хватает. Говорят, вы многодетная мама. Сколько у вас детей? Ну, вообще у меня 3 детей, и один, как приемный, считается сын моего мужа. Он стал с нами жить с 5 лет. Хотя я его просила мамой меня не называть, конечно, у него есть своя мама, но я его воспринимаю как своего сына родного. Тяжело быть мамой? Ну да, это, наверное, самое сложное в моей жизни. Чего вы больше всего боитесь? Боюсь. Теперь даже не знаю, чего я боюсь. Ну, наверное, не то, что я боюсь, но мне очень неприятно и больно, когда болеют дети. Вот. А так, наверное, я уже ничего не боюсь. Вот это самое такое, что меня может выбить из колеи или как остановить от творчества и так далее. Ну, у каждого человека, я думаю, это самая больная тема. А чем для вас пахнет детство? Наверное, матрешкой, чай из матрешки. Мама заваривала, бабушка, что-то такое. А мама Лесом. вам в детстве часто рассказывала сказки? Ну, мама читала татарские сказки. У нас были большие книжки. Я помню, какие-то там аждаха, там еще что-то такое. Вот. А какая ваша самая любимая сказка? Наверное, была любимая Золушка. Я же тоже родилась в деревне и мечтала выйти за принца замуж. В общем-то, эта сказка, говорят же, если в детстве какую-то сказку любишь, потом в жизни это материализуется. В общем-то, наверное, в чем-то есть какой-то процент материализации этой сказки. А чем вы увлекались в детстве? Я, сколько себя помню, я всегда рисовала. Ну, кстати, я очень люблю готовить еще. Я всегда сочиняла какие-то блюда, какие-то торты пекла. Ну, в любом занятии находила просто творчество.
Там же тоже можно сочинять. Вы не играете ни на каких музыкальных инструментах? Ну, когда я жила в общежитии, я играла на гитаре и даже пела. Но потом как-то это ушло. Вот. Ушло у меня, взяли гитару, попросили и не вернули. И так с этим мое творчество с гитарой закончилось. А сейчас не пробуете начать? Честно говоря, стесняюсь даже петь при ком-то. Если уж никого дома нет, то я могу себе позволить. Или там детишкам, конечно, я пою там на ночь. О чем вы мечтали перед сном? Сегодня или когда? Нет, о чем вы мечтали в детстве перед сном? А, в детстве? В детстве. Ну, я не знаю, я была почему-то уверена, что я буду художником. А в детстве, ну, наверное, летать. И как раз я часто видела сны, как я летаю, и незнакомые города я видела. И потом оказывалось, что я там побывала со временем, конечно, когда выросла. Сколько себя помню, я всегда рисовала. Это мое, я люблю писать картины. А одежда – это как бы сопутствующая, так как я девочка, вот, и мне хотелось одеваться неординарно. Я родилась в деревне и мечтала выйти за принца замуж. В общем-то, это сказка. Говорят же, если в детстве какую-то сказку любишь, потом в жизни это материализуется. А вы помните свою первую картину, которую продали? Вот самую первую не помню, я помню самую дорогую, которую я продала. За сколько? Но это было, сейчас скажу, 99-й год, за 300 тысяч я продала. Вот. Тяжело ли продавать картины? Или вы наоборот радуетесь каждой продаже? Ну, по-разному, потому что на самом деле у меня нету цели продавать картины. Когда ты занимаешься любимым делом, то неважно, они продаются уже, нет. Конечно, для жизни, я понимаю, для семьи нужны деньги всегда, и приходится делать часто, как и каждый художник, наверное, какие-то небольшие работы, чтобы продавались часто. А когда ты делаешь серьезную какую-то большую картину, там нет цели продажи, там хочется показать свое восприятие мира и что-то новое, чтобы человек, увидев его, не только было красиво, там на стене висело, как мы привыкли, а что-то новое и что-то, может, осознал в своей жизни. По крайней мере, я ставлю такие задачи. А если бы у вас было платье-невидимка, куда бы вы пошли в первую очередь? Но когда я была маленькая, конечно, мечтала, чтобы у меня было платье-невидимка и пойти в какой-нибудь магазин, где много конфет, игрушек. Но теперь даже не знаю. Какой ваш самый любимый фильм? Фильм, наверное, «Куда приводят мечты» я люблю. Я могу его смотреть все время. Вы смотрели это? Знакомый вам? Посмотрите. Там как раз про художника, можно сказать. Там все как будто масляными красками. Там изображен очень красивый фильм. Очень поучительный. А у вас были моменты в жизни, когда хотелось все бросить? Ну, конечно, как у каждого человека. Что вы делали в такие моменты? Ну, во мне часто боролись, можно сказать, мусульманская жена, которая должна стоять, как меня учили родители, как бабушка себя вела, плиты готовить, кормить и убираться и так далее. И с другой стороны стояла девушка, которая хочет творить. И между ними всегда периодически возникали какие-то споры, что когда, допустим, был период, не брали мои работы на выставке, я думала, ну зачем, ну, наверное, все-таки мое место дома, и мне не надо этим заниматься. Ну, такие сомнения, я считаю, что бывают не только, наверное, у художников, но вообще у людей. Главное
я считаю, ну, не вешать нос, как поэт говорит, и дальше идти. А достигает только тот, который не останавливается. Тогда у вас сильный характер? Ну, не знаю, уж судить, наверное, другим. Есть то, чего вы никогда в жизни не попробуете? Ну да, наверное, есть какие-то табу, которые прописаны в Библии и в Коране и так далее, которые я считаю, что нельзя делать. А ради кого вы готовы пожертвовать собой? Ну, конечно, ради детей. Как вы познакомились с вашим мужем? Ну, это было у одного заказчика, миллионера. Я писала картины ему, а он был кузнецом у него. Делал такие кованые вещи, решетки разные, там, заборы и так далее. А у вас есть с ним общие работы? Но он в какое-то время, да. Вот, например, картина «Бесконечность». А так как он рыбак, он дал идею мне, что там одна кушает другую. И это бесконечно продолжается. Ну вот, наверное, вот эта работа. Что всегда на какую-то маленькую рыбу найдется большая и так далее. А сколько раз вы были замужем? Вот даже не знаю, я, конечно, на личные вопросы стараюсь не отвечать. Первый раз я вышла, когда мне было 16 лет, извиняюсь. Так как меня воспитывали родители как-то жертвенным, помогать людям, там человек был очень больной, и его мама сказала, что он может умереть, если я не выйду за него замуж. Вот. И научила меня обмануть как родители. И, в общем-то, я это сделала. И только когда я сделала, я поняла, что я зря оступилась. И нельзя никого по жизни жалеть, надо просто сочувствовать, наверное, помогать, но не быть жертвой. Вот такая история была по молодости. Раз вы спросили, в общем-то, об этом даже была небольшой фильм был, когда-то выходил. Вот. А потом я встретила в 18 лет своего второго супруга, скажем так, когда я училась в училище. У нас родился сын Рауф. И тоже не сложилось, потому что как раз я вот рассказывала о борьбе той мусульманской женщине и, наверное, художника, когда я хотела творить, а не получалось в той обстановке, и я даже загремела в больницу со страшным диагнозом. Вот, затронули больное тело. Вам бы хотелось вырезать какие-то моменты из своей памяти? Мне кажется, если бы я это не прошла, я бы не стала такой, как сейчас. Не была бы такой сильной, как многие меня считают. Ну и, наверное, не достигла бы того, чего я достигла сейчас. Что-то какая-то грустная передача у нас получается. Вот вы говорили про свою картину с рыбами. У меня дома висит ваша картина, как оказалось. Я вчера у мамы спрашивала,
она как раз сказала, что эта картина ваша. Я всегда удивлялась, что она нарисована была так интересно и необычно, и вот я наконец-то с вами познакомилась. Спасибо, очень Вы, приятно. наверное, не помните я. И у меня был вопрос. Вот вы же, наверное, очень много картин рисовали. Вы их всех помните? Нет, не все. Ну, какое-то время я как-то пыталась посчитать. Просто я очень много дарю картины, я не запоминаю, конечно. И когда через какое-то время мне люди подходят, или я там продала им какие-то эти, которые нарисованы на быструю руку, я, конечно, забываю. И приятно, когда люди вот так же говорят спасибо. И у меня была, да, серия картин рыб очень большая, и очень хорошо они продавались. И вообще это, конечно, я потом начала изучать, почему рыбы, меня часто спрашивали. Оказывается, это символ Христа в христианстве, в мусульманстве символ чистоты, а в буддизме символ смирения. И, в общем-то, в любой религии оно позитивное имеет значение. А по соннику вообще, по-моему, они к детям, а по феншуй к деньгам. В общем, каждый находит свою. Многие женщины меня даже, вот, которые не могли забеременеть, просили нарисовать рыбу, вешали себе в спальню. И, наверное, если в это верить, это материализуется. А где можно найти каталог с вашими принтами? Нету каталога, потому что с любой работы можно сделать принт, с любой картиной. Если просто каталог работ, то это на сайте и везде в соцсетях есть. А вы часто фотографируетесь или рисуете себя? Ну, я бы не сказала, что часто я рисую себя, но хотя какие-то образы, наверное, взяты из моей жизни. А фотографируют, да, часто просят на какие-то журналы или интервью, когда берут фотографировать. Какое самое счастливое воспоминание у вас? Ну, это рождение детей, первого сына, дочки, потом младшего. Это как будто вот солнце появляется везде, и какой-то свет, радость — это непередаваемое ощущение, конечно. Меня воспитывали родители как-то жертвенным, помогать людям. Как раз я вот рассказывала о борьбе той мусульманской женщины и, наверное, художника, когда я хотела творить, а не получалось в той обстановке, и я даже загремела в больницу. И нельзя никого по жизни жалеть, надо просто сочувствовать, наверное, помогать, но не быть жертвой. Часто говорите людям «нет»? Вот этому я учусь, только учусь еще. А вы умеете прощать? Ну да, пришлось научиться, когда жизнь зависела от этого. Оказывается, многие болезни возникают от обид. Человек обижается и не может простить, и поэтому по жизни приходится прощать. Не то, что приходится, я просто начала понимать, что когда человек какой-то делает тебе больно, как кажется в этот момент, он чему-то тебя учит. Это вот мне очень нравится притча. Может, вы слышали, я не знаю, когда душа прилетает к Богу и говорит: я хочу быть светом. А Бог говорит: ты подумай, точно ли ты хочешь быть светом. Чтобы быть светом, нужно попасть в тьму. Тогда душа улетает, но подумать. И прилетает счастливая такая, говорит: знаешь, Бог, я все-таки не только хочу быть светом, я хочу быть всепрощающим светом. И тут Бог говорит: ну в этом я тебе не могу помочь. Ну как, ты же всемогущий, как ты не можешь помочь? И тут слышит другая душа об этом разговоре и говорит: ну, может быть, я тебе помогу, но есть одно условие: когда мы вернемся на землю, мы не будем помнить об этом, что мы договорились. И
и я буду тебе делать больно, чтобы ты стал всепрощающим. То есть, мне кажется, каждый из нас, придя на землю, выбирает путь, который он должен пройти и стать лучше и чище. Просто в какой-то тяжелый момент ему тяжело это осознать. Я не знаю, поняли ли вы, что я хотела вам сказать? Да. А в какой момент детства вы бы хотели вернуться? Детство. Но, наверное, я уже не хочу туда возвращаться. Почему? Сейчас хорошо. В детстве так получилось, что у меня родители совсем была маленькая, переехали в деревню с татарской, деревня Шерганова, переехали в Ишимбай. И там дети не разговаривали. И мне было очень сложно, конечно, и сложно было в школе учиться. И поэтому как-то вот, как вы говорите, ощущение счастья у меня такого полного там не было, наверное. С каким сказочным героем вы себя ассоциируете? Я, Золушка. ну, наверное, даже не знаю. Тяжелый вопрос. Это, наверное, вам со стороны виднее. Я уже до этого говорила, если только вот Золушкой как-то, но там, правда, она вышла сразу за принца, а у меня тут кузнец как-то не совсем вяжется. А когда вы смотритесь в зеркало, вы нравитесь себе? Ну, теперь да, были моменты, когда я себе не нравилась. Стоит ли пытаться помочь человеку, если он этого не хочет? Ну, я считаю, что нет. Но я это не сразу поняла. Мне кажется, вообще помогать людям нужно только тогда, если они просят. Просто ведь понятие «хорошо» и «плохо» — это тоже относительно. Если нам кажется, что ему плохо, может, ему в данный момент не так уж и плохо. Какие время суток вы больше любите? Ночь или день? Ну, наверное, ночь, потому что в основном раньше я всегда рисовала ночью, по ночам. Но теперь, так как есть мастерская, я могу, конечно, днем себе позволить рисовать. Но вот это воспоминание, наверное, столько... Ну и до сих пор я иногда по ночам, конечно, рисую. Это когда тишина, и ты творишь, это самое приятное ощущение. Платье вашей мечты, какое оно? Но теперь-то я все платья сама могу придумать, то, что придумываю, вернее, делаю. Поэтому каждый раз оно разное. Какие мечты, такие платья. Верно так. А какое первое слово сказал ваш сын? А какой сын? Старший? Да. Старший, конечно, он самый был запоминающийся, наверное, потому что был первый, единственный еще тогда. Первые слова. Я сидела как раз на кухне, когда он заговорил, и что-то меня тогда тронуло, и я переживала и расплакалась. А он ползал еще. И в то время крутили часто, видно, ролик, что ли, он это запомнил как-то по телевизору. И подошел ко мне в глаза, смотрит и говорит: мама, это не проблема. Я, конечно, засмеялась, и каждый раз стараюсь вот эти фразы, они как бы вбились во мне, когда мне плохо, я это вспоминаю. Вот. Я слышала, что вы открыли шоурум со своей авторской одеждой. Да. Расскажите немного о нем. Даже не знаю, что конкретно рассказать. В общем, там разные платья, одежды. И сейчас я, конечно, стараюсь работать больше на заказ конкретно каждому человеку, потому что когда ты придумываешь массовое что-то, это, конечно, каждому платью есть свой покупатель. Но я, так как художник, не хочу уделять много времени, именно занимаясь торговлей, поэтому мне больше интересно, когда вот именно на кого-то конкретно шьешь и придумываешь какую-то одежду. Вот. А там в шоуруме это же возникло от того, что там разные вещи. И
каждой коллекции там что-то остается, и вот все из тех коллекций там представлено, которые были. Вы любите шоколад? Что? Вы любите шоколад? Шоколад, а шоколад нет. Когда-то любила, и когда познакомилась, когда с папой Рауфа, мы с ним поспорили, и первый раз я с ним встретилась, он попросил телефон, вернее, он дал свой телефон, попросил мне позвонить, я не позвонила. Второй раз случайно встретились, он сказал, ну вот ты опять возьмешь телефон, не позвонишь, и тогда мы поспорили на коробку шоколад. Ну, и я, конечно, позвонила, проспорила, но я так объелась шоколада тогда, и что уже до сих пор я не могу его есть. У вас есть коронное блюдо? Коронное блюдо, да, наверное, я даже написала картину об этом. Это манты. У меня все в семье любят манты. Как бы вы назвали свою книгу о своем детстве и какие иллюстрации были бы там? Ну, наверное, назвать детство можно, чтобы было понятнее. Ну, конечно, были бы яркие какие-то картинки. Это облака. Я часто любила лежать на траве. Я помню, у нас во дворе она казалась тогда такой высокой, травой мягкой. И смотреть на облака и проплывающие, они все время мне менялись и превращались в каких-то сказочных животных, каких-то. Ну, наверное, каждый это любит. И вот, наверное, я бы сделала разные облака, в каждой странице они бы превращались в каких-нибудь персонажей. Хотя я вот недавно иллюстрировала книгу о Салават Юлаеве, маленькую, и как раз там он маленький на радуге. Я вот в конце хотела вам кому-нибудь подарить ее. Вы занимаетесь благотворительностью. Это желание помочь другим или это как реклама своего творчества? Это началось, вернее, я себе дала слово, когда я лежала в онкологии, что если я выздоровлю, я буду помогать другим. И когда появилась возможность подарить картины, я не миллионер, к сожалению, и не могу просто перечислить деньги, а за счет того, что я пытаюсь продать картины и через них как-то помочь другим, мне, конечно, это всегда не то, что приятно, наверное. Я осознаю, что я не зря живу и что я помогаю другим. Но мне кажется, у каждого человека есть внутри какая-то внутренняя потребность помогать другим и делать добро. Просто не каждый, наверное, может. Долго ли вы искали свой смысл жизни? Ну, наверное, долго, можно сказать. Я какое-то время настолько сильно искала смысл жизни, что ездила по святым местам, ездила, изучала разные религии, хотела понять, в чем же смысл жизни, пока я не поняла, что смысл жизни в том, чтобы жить. Какого цвета счастье? Но счастье, мне кажется, оно разноцветное, потому что каждого счастья свое, свой цвет. Я осознаю, что я не зря живу и что я помогаю другим. И, конечно, каждому платью есть свой покупатель. Но я, так как художник, не хочу уделять много времени, именно занимаясь торговлей. Ну и до сих пор я иногда по ночам, конечно, рисую. Это когда тишина, и ты творишь, это самое приятное ощущение. Рушания, спасибо вам, что вы пришли к нам в студию. Нам было очень интересно с вами побеседовать. Теперь вы можете выбрать понравившийся вам портрет. Спасибо большое. Ух ты, Пикассо.
Я могу здесь подписать. Спасибо. Встреча с Рашуней мне очень понравилась. Особенно мне понравилось, что она начала рисовать нас. То есть это была хорошая идея, креативная даже, можно сказать. Рушания Мусавировна мне показалась очень душевным, чувствительным и эмоциональным человеком. Еще у нее доброе сердце, она участвует в благотворительности. Я постаралась изобразить ее именно такой. Встреча была интересная, душевная, и даже стыдно за некоторые вопросы, потому что мы заставили ее плакать. Она очень искренний человек. Встреча с Рушаней Апай мне очень понравилась. Она очень творческий человек, прошедший через большое количество трудностей. Именно такой я пыталась изобразить на бумаге. Человеком добрым, честным, отважным, никогда не сдающимся. Она дала нам очень много хороших советов. В своем портрете я нарисовала ее как человека, который всегда смотрит вперед и движется к своей цели. Как мне показалось, она открытый и добрый человек. Также мне кажется, что она честная. Я ее постаралась нарисовать так, как она есть, выглядит. Добрый, честный и справедливый. И мне, конечно, больше по душе вот эта работа. Хотя она сделана просто не как профессионал, не как художник, но зато что-то есть, то, что меня трогает. Я вот ее выбираю и дарю тебе свою книгу, вернее, книга с моими иллюстрациями, книга Расиха Хананова. Спасибо. Вот. Спасибо вам большое. Была рада с вами всеми пообщаться. Надеюсь, еще когда-нибудь встретимся. И, может быть, то, что я сказала, чем-то поможет вам. Рушания, скажите, были трудные вопросы? Да, конечно, были. Я даже думала, может, не буду на какие-то отвечать, но здесь раз была такая как бы атмосфера, и это входило в передачу, я ответила. Может быть, я еще, конечно, посмотрю передачу и обдумаю, может, я не знаю, я даже сейчас и не могу все вспомнить, как это быстро пробежало. А какой вопрос вам больше всего понравился? Понравился, наверное, про счастье.